В истории безграничной казахской степи остался след созидательной деятельности трех великих биев. Во времена всенародных собраний на склоне Культубе эти яркие исторические личности сумели внушить народу непреложную истину. Тот, кто на крутом перевале истории лишился единства, тот может лишиться и жизни. Дорогой зритель, сегодняшний час добропорядочности агентством по противодействию коррупции посвящается личности великого мыслителя, выдающегося оратора, человека великого ума, государственного деятеля Айтикеби. Отличившийся отточенностью своих рассуждений и остротой своих изречений, 21-летний Айтике стал бием территории западного Казахстана, узбекского Самарканда и Бухары. Его мудрые слова смогли сохранить национальное единство нашего народа и стали духовным наследием Великой Степи, оставленной своим потомкам в виде мудрых изречений и слов назидания. Мудрость Айтикеби говорит о его патриотизме, трудолюбии, добропорядочности и преданности своему народу. Скакун достигает славы быстротой, а мужчина – знанием своим. Айтикеби всегда считал, что успех и слава находятся в руках знающего дело человека, образованного, признанного народом за его честный труд. Заповеди Айтике, которые он продвигал среди казахского народа во времена рутинной повседневной жизни, в период трудностей и трагедий, соответствуют современным методам государственного управления, принципам меритократии. Ваше богатство и жизнь на широкую ногу не станут защитой для народа. Некоторые из вас, алчные и амбициозные, мечтают обернуть конфликт с калмыками в свою пользу, погружаясь в иллюзию о ханском престоле. Но если мы не предопределим надвигающиеся бедствия, народ будет проклинать нас. Эти слова, произнесенные на вершине Культубе и Ордабасе и обращенные к власти, запомнились многим на долгие годы. Зная о конкуренции и враждебных отношениях среди властимущих, он призывал назначать командующих войском из числа достойных людей по их заслугам, а не происхождению и богатству. Наш мудрый предок также говорил о важности получения зарубежного опыта и знаний выдающимися согражданами для изучения науки о войне и его применения в интересах народа. Если бы богачи и правители казахского народа вняли словам Айтикеби, возможно, не произошла бы трагедия целого поколения Ахтабан-Шабранде Алкаколь-Сулама. История все расставит по своим местам, а мы, молодое поколение с горящими глазами и горячими сердцами, должны извлечь урок из прошлого и укреплять фундамент нашей вечной государственности своими полезными для общества знаниями, добропорядочностью и честным трудом. Если ты богат, принеси пользу народу. Если ты воин, срази врага. А если от богатства не будет ни единой пользы, а будучи воином не сокрушишь врага, то станешь чужим для своего народа, говорил Айтикеби. Мы не должны забывать, что священный долг каждого сознательного и просвещенного поколения – любить Родину и свой народ, уважать и следовать честным путем предков, быть защитником своей семьи, потому что сильное и процветающее общество – это добропорядочное общество, которое начинается с родного гнезда, семьи, где есть честное и уважительное отношение. Об этом говорил наш великий мыслитель. Дитя цветущей страны укрывают предков чапаном из заповеди, дитя страны без будущего убивает их тяжелым упреком. Уважаемый зритель, Айтикеби всегда придерживался принципов справедливости и запомнился мудрецом, посвятившим всю свою жизнь разрешению споров и продвижению честности среди народа. Будь это султан или пастух, Айтике всегда был одинаково справедлив к бедным и богатым, сиротам и вдовам, сильным и слабым. Справедливость – удел достойных людей. По мнению Айтикеби, быть справедливым – то же самое, что уметь рассекать конский волос строго посередине. Поэтому наши первые шаги к построению добропорядочного общества должны начинаться с честности как перед собой, так и перед другим. Пусть нас, честных и хороших людей, будет больше. Как нет неиссякаемого водопоя, так и нет неиссякаемого родника. Растущая в воде трава увянет в предрешенный час.
И в тленном мире печальнее всего отсутствие потомков, несущих твой духовный свет. Дорогой зритель, мы чувствуем, сколько тоски в словах Альтикибир. И вправду, мы не можем управлять временем, оно быстротечно. Люди уходят, а богатство кончается. Самое главное – это преемственность добрых дел и наследие в добропорядочном поколении. Если мы будем помнить о благородных корнях заветах нашего мудрого предка и сделаем его жизненным кредом каждого из нас, то чаяния наших праотцов, отдавших свои жизни за землю и страну, будут полностью оправданы. И такой разрушающей общество проблемы, как коррупция, не будет. Получение хорошего образования и любая деятельность на пользу обществу – залог процветания страны. На этом наш час добропорядочности подошел к концу. До следующей встречи, друзья.